Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В Республиканской офтальмологической клинической больнице давно проводят высокотехнологичные операции больным со всего Дальнего Востока. Как в условиях санкций удается работать медикам? Гость студии Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Иван Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте, телезрители. Давление санкций сказалось на всех направлениях жизни региона. Не обошла эта участь и медицинскую отрасль. Как это ощущается на вашей больнице? Если взять вкупе те санкции, которые вводились коллективным Западом, то они в основном не затронули отрасль медицины. Почти от слова совсем. Потому что те производители лекарственных препаратов, которые работали на территории России, они так и остались производить их здесь. И санкции коснулись только того, что они не вкладываются в новые клинические испытания. Это уже отдельная история разговора. А что касается поставок лекарственных средств, то они идут. Мы можем оценить это сейчас по работе нашего учреждения. У нас для выполнения высокотехнологичных операций применяется такой препарат, как, допустим, Элея, Флиберцепт. Есть броцизумаб, это так называемые ингибиторы ангиогенеза, которые вводятся непосредственно в глазное яблоко. Так вот, эти препараты сейчас к нам поступают, они дорогостоящие, и мы ни на один день не приостанавливали оказание такого вида медицинской помощи населению. А также мы провели все торги на закупку тех необходимых медицинских препаратов, которые мы используем в стационарных условиях. Соответственно, у нас и капли, и внутривенные растворы. Сейчас они все поступают, перебоев нет, потому что надо понимать, что большинство медицинских препаратов, в том числе применяемых в офтальмологии, они производятся на территории Российской Федерации. И если взять в целом лекарственную отрасль, то где-то, наверное, более 70% из известных нам препаратов, они производятся на территории России. 30, да, мы завозим из пределов, но тем не менее я прекрасно понимаю, что сейчас правительство нашей страны делает все возможное, чтобы переориентировать это производство на территорию нашей страны. Только единственное, для этого нужно определенное время, но по всем гуманитарным соображениям пока медицину не трогают. Но я думаю, что это и будет и впредь. Поэтому, если оценивать сейчас, как санкции отразились на нашей больнице, то это только логистика. Потому что, к сожалению, люди стали доверять слухам. Были например, слухи, что все, не будет импортных линз, не будет импортных различных растворов. И они все ринулись массово делать у нас операции по катаракте. У нас за март-апрель, наверное, если не соврать, раза в 2 вырос поток пациентов. Соответственно, это выросли и количество расходных материалов, которые мы тратим за месяц. И понятно, что поставщики просто физически не успевали нам их поставлять, потому что такое происходило во всей стране, и когда приходил груз, его распределяли между всеми больницами равномерно. Но сейчас более-менее ситуация стабилизируется, потому что, как я повторюсь, мешала логистика в первую очередь. Для доставки препаратов самолеты не летали, приходилось завозить через другие страны. Но тем не менее, сейчас мы получили порядка 2000 линз у нас на складе лежат. Часть импортного производства, часть российского производства. Но при этом качественные характеристики, я хочу отметить, человек даже не заметит, это у него импортная линза стоит или наша российская. Просто надо понимать, что сейчас у нас производство в этом направлении уже отлажено. Понятно, где-то используются импортные непосредственно основные материалы, из чего производятся, но тем не менее, пациента, когда спрашиваешь, как после операции, он говорит: прекрасно, все, вижу, все хорошо. А у него стоит, допустим, российская линза. И мы проводили анализ после постановки таких линз. Нормально, человек себя и чувствует комфортно, и спустя и год, и 2 после установки такой линзы. Просто у нас, к сожалению, сидит в голове, что если там, тут все хорошее. Но это уже далеко не так, уже прошло то время, и у нас в России можно производить достаточно хорошие, качественные медицинские изделия. Если затронуть вопрос непосредственно медицинского оборудования, которое используется в офтальмологии, буквально в апреле в начале проводилась выставка в Якутске Медэкспо.
Значит, и приезжали производители различной аппаратуры, которые выставляли их на показ. Значит, там в том числе были офтальмологическое оборудование. Мы их пригласили к себе в больницу, и они смогли продемонстрировать врачам, что они имеют на сегодняшний момент. Это Загорский оптико-механический завод, который располагается у нас на территории Российской Федерации. Так вот, щелевые лампы, допустим, они производят, офтальмоскопы, наборы линз, которые используются для подбора очков. Вот они все продемонстрировали, в принципе, хорошего качества. Сейчас мы как раз продумываем о том, какой вид продукции мы у них будем закупать. Сложнее, конечно, дело стоит, допустим, с факоэмульсификаторами. Это аппарат, который позволяет проводить операции по замене как раз хрусталика. Но вот мы посмотрели, есть два российских производителя, которые производят такую технику. Сейчас мы должны съездить посмотреть непосредственно на производство, что это из себя представляет, да, и уже принимать какие-то решения по закупу. Но надо отметить, что у нас сейчас этих машин хватает с лихвой. Значит, мы и в прошлом году, и в этом еще в начале года успели закупить эти машины, и я думаю, что в ближайшие лет 10-15 они спокойно будут работать и помощь оказывать. Поэтому в этом направлении работа идет, и я думаю, что без медицинской помощи мы не останемся. На какие аналоги используемого оборудования, расходных материалов переходит ваша больница? Скажется ли это на качестве проводимых операций? На качестве в любом случае это не скажется, потому что врачи тоже несут ответственность за проведенную операцию. И мы с коллегами всегда, когда выбираем тот или иной аналог производителя, смотрим на то, как это отразится на пациенте. Вот сейчас мы применяем ряд растворов, которые производятся в Индии. Они показали себя с хорошей стороны, потому что предварительно они проходят тестирование на глазах животных. И, соответственно, есть уже клинические исследования в этом направлении. И показатели очень хорошие. И отеков нет, и достаточно они жидкие. Это вот в простом понимании хирурга, когда он проводит операцию, ему это удобно, когда он проводит манипуляцию. Вот. Далее мы по хрусталикам я уже сказал, что мы сейчас рассматриваем разные варианты, но импортные в том числе тоже поступают с разных государств. У нас есть и российские, есть индийские линзы, есть британские, американские, германские части есть, поэтому линейка вся представлена. Также есть различные варианты сотрудничества еще с Китаем, потому что они тоже производят часть медицинского оборудования. Просто сейчас мы хотим запросить каталоги, которые имеются у них, и какие-то решения принять. Но хочу отметить, что на данный момент, да, вот мы оснащены сейчас, по последнему слову техники, вот у нас в ближайшее время поступит к концу года новый эксимерный фемтосекундный лазер, который позволит проводить коррекцию зрения новыми методами, в том числе смайлом. Значит, кроме этого у нас поступит передвижной мобильный офтальмокомплекс, который позволит нам выезжать по территории республики. Он будет на базе КАМАЗа, это будет вообще впервые. Значит, вот он будет оснащен как раз российской полностью техникой. Сами понимаете, КАМАЗ, все внутри тоже российское. И, значит, мы еще дополнительно туда устанавливаем то оборудование, которое у нас есть в больнице, и сможем оказывать часть медицинских манипуляций там на месте, опять же, для людей. Также мы ожидаем поступления нового микроскопа. Это микроскоп последних, новейших технологий, таких в больницах страны по пальцам можно пересчитать. Вот он как раз тоже, наверное, к концу года будет установлен в нашей больнице. В целом, вот, повторюсь, у нас сейчас оснащение очень передовое, и нам его хватит достаточно надолго. То есть вот этот переходный период мы сможем оперативно, если что, заместить и другим медицинским оборудованием. А как обстоит дело с лекарствами? Вот лекарства у нас сейчас на складах все имеются. Необходимый запас на полгода создан. Надо понимать, что, допустим, мы не можем создавать запас на 2, на 3 года вперед, потому что мы ограничены сроками годности соответствующих медицинских препаратов. Но для проведения высокотехнологичной медицинской помощи у нас все уколы есть. Также, значит, у нас есть все препараты для проведения стационарного лечения. И сейчас вот каких-либо проблем с их поставками мы не испытываем.
учитываем. Когда-то вначале там поставщики боялись участвовать в торгах, но сейчас, когда они уже поняли, какая будет логистика доставки медицинских препаратов, какая ценовая стоимость, а я напомню, что большинство препаратов, они входят в перечень жизненно необходимых важных лекарственных средств, цены на которых они регулируются правительством Российской Федерации, соответственно, там сильных надбавок каких-либо быть тоже не может, и поставщики уже рассчитали полностью и свою прибыль, и затраты, и стали участвовать в аукционах и поставляют сейчас лекарственные препараты без особых перебоев. Иван Петрович, спасибо, что ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.